Итак, с вами вновь рубрика «Знай наших». Сегодня у нас в гостях Данил Гребенкин. Данил, приветствую. Данил у нас преподаватель шахмат, партийный активист, коммунист. Данил, расскажи о себе, где родился, где пригодился. Я родился в Кызыле в 1986 году. Еще был Советский Союз, поэтому я ношу значок. Я родился в СССР. Но когда мне было 5 лет, Советский Союз развалился. Помню, когда папа вбегает, в квартиру и говорит: все, Советский Союз развалился. А я спрашиваю папу: а что такое Советский Союз? Ну и вот с тех пор я начал интересоваться с тем, что происходит вообще в России и в политике. Данил, вот ты говоришь, что вот родился и почему-то упустил момент про школу, как ты втянулся в шахматы. Я учился в Кызыле в первой школе с 1 по 11 класс, в том числе, учился шахматам. У меня папа в основном меня учил, но также я помню тренеров Шишигина Николая Петровича, Бузыкаева Владимира Алексеевича, Ануфриева Николая Ивановича, которые здесь много подняли молодежи и научили их игре в шахматы. Также участвовал во многих турнирах, которые проходили в Кызыле. Это и первенство республики, первенство Кызыла. И я в свое время был чемпионом Кызыла до 18 лет среди шахматистов. Данил, смотри, вот мы сейчас эту рубрику, эту запустили, и все наши товарищи, которых мы опрашиваем, занимаются общественной деятельностью, ну, в том числе политической. Какой именно ты деятельностью занимаешься? В первую очередь я начал участвовать в молодежных организациях, таких как «Комсомол» при КПРФ. И с этого момента я участвовал в множестве и субботников, и шествий, и пикетов, и демонстраций, и других акций, популяризации здорового образа жизни и других прекрасных, патриотизма и других моментов, нужных для нашей страны. Этих акций было с моим участием больше 1000, наверное. Это и в Красноярске. Я тоже в свое время, когда учился в высшем учебном заведении в СибГТУ. Данил, скажи, какие 3 самых важных качества в человеке? Вопрос, конечно, сложный, но, на мой взгляд, самое важное – это не предавать никогда своих убеждений. Второе – делать все благое для нашего народа и для Родины. И третье – любить маму, папу и родственников всех. Данил, скажи, что для тебя Тува? Что это? Тува для меня – это моя родина, где много очень интересных людей, друзей, где я знаю, в принципе, каждый клочок земли, и поэтому мне хочется жить, чтобы общество наше жило лучше, развивалось и в будущем достигало новых побед в разных сферах. Данил, какие, на твой взгляд, самые такие топ-проблемы республики? Проблема в Кызыле и в Туве – это дорогое жилье. В связи с тем, что сейчас у нас хорошая рождаемость, слава богу, и для наших детей надо строить больше квартир, чтобы люди оставались здесь, а не ехали в европейскую часть России и не теряли свои корни, и чтобы сохранялся язык, сохранялась культура. Это очень важно для Тувы, я считаю. Второе, я считаю, что нам надо развивать транспорт, дороги, чтобы можно было легко попасть из одной точки Тувы в другую точку Тувы, чтобы можно было заниматься туризмом, чтобы не было проблем в связи с этим, чтобы можно было доехать в школу, в любой музей, любой турнир, который проходит по тем же шахматам. У нас иногда бывает сочетание, и просто многие не едут, потому что либо дорого, либо долго, либо неудобно. Третье – это чтобы наши учителя и преподаватели получали больше, потому что сейчас, сколько они получают, на это очень трудно жить, очень трудно поднимать семью, очень трудно кормить своих детей. И поэтому они еще выполняют очень светлую миссию образования нашего общества, чтобы все были умные и могли работать на высокооплачиваемой работе. ЕГЭ тут тоже влияет важную роль. Считаю, что оно оболванивает население, и надо отказываться от ЕГЭ в пользу обычного экзамена преподавателю, чтобы каждый ребенок мог рассказать, а не просто потыкать какие-то варианты ответов. Данил, что бы ты пожелал жителям Республики Тыва, подписчикам
ну, в общем, всем, кто будет нас смотреть. Я хочу пожелать, значит, моим землякам, чтобы больше читали, чтобы больше, значит, интересовались, почему вот у нас есть проблемы некоторые в Кызыле и в Туве, и как их решить. И чтобы, значит, все участвовали в общественных, значит, каких-то добрых инициативах, таких как, допустим, субботники, там, сбор там, пожертвований для тех же бездомных собак, тех же, значит, бездомных людей, тех, кого, значит, коснулась беда, чтобы не были равнодушными, чтобы всегда помогали друг другу. Друзья, я хочу добавить, что я вот как тренер по шахматам сталкиваюсь с тем, что у нас шахматисты, у нас нет своего какого-то единого дома, где каждый бы знал, что вот он придет и сможет там поиграть со своими, значит, единомышленниками в шахматы. И вот хотел бы, чтобы этот дом появился. Ну, кроме того, что вот мы каждый год, конечно, проводим турниры и в школах, и в техникумах, и в спортзалах, да, но все-таки единый дом – это уже более высокий уровень и в плане популяризации, и в плане развития этого вида спорта. На этом мы с вами прощаемся, уважаемые подписчики. Огромная просьба: комментируйте, оставляйте лайки, делитесь видео. На этом все.